Михаил Владимирович Дегтярев. Уважаемые коллеги, сегодняшний день очень богат на события в истории. Одно из них произошло в 1896 году, когда впервые в мире была осуществлена радиопередача. А годом ранее опубликованы научные статьи, а десятилетиями ранее были проведены секретные работы в интересах Генерального штаба Российской империи. Кем? Русским инженером Александром Поповым. А кого в мире считают изобретателем радио, известно, итальянца Маркони. Так вот, русских изобретателей, изменивших мир, можно перечислять часами. Это и Сикорские вертолеты, и Петерим Сорокин, социология, и Иван Ползунов, двухцилиндровый двигатель, и Зворыкин, телевидение и так далее. Но многие из этих инженеров, конечно, провели свои исследования за рубежом, но это не принципиально. Но русская пропаганда, к сожалению, как вот в деле с Поповым, оказалась бессильной, и до сих пор во всем мире изобретателем радио, к сожалению, считается Маркони. До сих пор слово «пропаганда» считалось каким-то скользким, хотя с латыни переводится всего лишь как «подлежащее распространению информации». На этом фоне мы разрешаем вещание в России и выдаем универсальную лицензию каналу CNN американскому. Таким образом, мы, я думаю, скоро доведем в сознании наших соотечественников информацию о том, что радио изобрел Маркони до логического завершения. 9 мая может даже стать в представлении наших сограждан обычным днем, если мы так будем относиться к информации. В этой связи не могу не вспомнить трагедию в Одессе, так называемую Одесскую Хатынь, 2 мая. Событие замыливается, расследования никакого не ведется, это признано ООН. Поэтому мы в столице России могли бы с вами вместе с московскими властями это печальное событие увековечить и, может быть, назвать какой-то сквер в память о жертвах Одесской Хатыни или открыть на народные деньги какой-то мемориальный комплекс. В этой связи интересно, что журнал Newsweek публикует информацию, что следующей жертвой Путина и нашего так называемого кровавого режима станет беглый иммигрант Владимир Ашурков и его возлюбленная некто Маркво. И уже обозначают и день, и место. Таким образом, иностранцы уже выбрали очередную сакральную жертву, и я думаю, как и в случае с неким Литвиненко, она может быть силами английских спецслужб быть ликвидирована. И опять тень будет брошена на Россию. Спасибо.